Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день. В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы» авторская программа «Послесловие», студия Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. Сегодня умирает крестьянское хозяйство. Именно эта фраза запомнилась многим своей суровой прозой. Сказана она была еще 4 года назад на заседании профильного комитета башкирского парламента тогдашним руководителем республиканской антимонопольной службы Зульфирой Акбашевой. За это время в Башкортостане сменился не только глава, но и руководители ведомств, в том числе и Минсельхоза. Но изменилось ли что в самом аграрном секторе? Приступим к традиционной осенней забаве, о которой обычно вспоминаем где-то вот в эти дни ближе к середине сентября. А именно подсчету цыплят или, говоря иными словами, видами на урожай нынешнего года. Благо и собеседник для того у меня очень даже подходящий. Профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор экономических наук Руслан Гусманов, который... Расул Гусманов. Расул Гусманов, извините, конечно. Который в предыдущем созыве Госсобрания Курултая, кстати, и возглавлял профильное направление в Башкирском парламенте, комитет по аграрным вопросам. Приветствую и вас, Расул Узбекович. Добрый день. Вот хочу начать цитаты из романа «Антиутопии» Рэя Брэдбери 451 градус по Фаренгейту, а именно вот с такой фразы. Давайте. Когда спросят нас, что делаем, ответим: мы вспоминаем. Когда-нибудь вспомним так много, что выроем самую глубокую могилу в мире. Но не будем так мрачно. Поговорим о наших аграрных достижениях в недалеком прошлом, когда республике было чем гордиться и по молоку, и по мясу, и по овощам, когда вы в башкирском парламенте отвечали за это направление как законодатель. Вот что было тогда из того, чего нет, увы, сегодня? В принципе, Азамат, спасибо за приглашение. Ситуация в сельском хозяйстве, она, так скажем, непростая, и никогда она не была простой. Я хочу подчеркнуть, что вот текущий год, если вот остановимся на текущем 2020 году, он для сельского хозяйства чрезвычайно необычный, во-первых, вот если будем сравнивать с прошлыми периодами. Во-первых, это сельскохозяйственный год начался очень рано, уже в марте. Кроме того, сельхозтоваропроизводители достаточно хорошо подготовленные подошли к посевной кампании. То есть сразу можно сказать, что условия были намного лучше, чем были тогда. Другой вопрос, что, конечно, посевная площадь сокращается, идет выбытие посевных площадей. Под зерновыми, в частности, культурами есть сокращение поголовья крупного рогатого скота и другого. То есть, в принципе, вы точно сказали, что ситуация непростая и идет определенное, так скажем, снижение показателей. С другой стороны, из-за того, что год такой вот замечательный, то есть и солнце было, и влага, в тех зернопроизводящих районах в этом году, безусловно, урожайность высокая. Вот это точно, потому что мы ее наблюдаем. И та урожайность, которую сегодня вот показывают, она, в принципе, во многом, как говорится, коррелирует с той погодными условиями, которые имеются. То есть все то, что с плюсом, благодаря тому, что год удачный. Год удачный, чрезвычайный. 2 года прошедших, то есть вот предыдущие годы были абсолютно холодные, в частности, были, так скажем, недостаточные, где-то местами недостаточно увлажнения, были холодные периоды. То есть этот год один из самых удачных для аграриев. Хорошо, ладно. Принимается. Вот я бы хотел еще привести вот одну из цитат сообщений СМИ на минувшей неделе. Вот дословно даже я читаю.
В Стерлитамаке появится логистический центр по хранению овощей. Проект оценивается 616 миллионов рублей. Инициативу представили на инвестчасе. Современный оптово-распределительный комплекс по переработке, хранению и фасовке плодоовощной продукции предусматривает хранение до 12 тысяч тонн. Вот такое сообщение я прочитал. Вот. Как говорится, бинго, Азамат, это вот, Азамат Фазеевич, бинго, потому что эта идея уже обкатывается не одно десятилетие. Были планы строительства в республике 6 таких центров в 2010 году. Хорошо, Расул Узбекович, я процитировал вот это сообщение не для того, чтобы мы вместе с вами так сейчас бурно порадовались этому. Да. Вот в связи с этим мне вот вспомнилось в начале нашего разговора эмоциональное выступление на заседании башкирского парламента Зульфира Акбашевой, вот, которое вы тогда и организовали. Мы близкие друзья, да, то есть я горжусь дружбой с таким великим человеком. Да, вот вы тогда и организовали как председатель профильного комитета. Так вот, Акбашева, если помните, говорила о том, что, мол, умирают все наши элеваторы. Никто там ничего хорошего не хранит. Если на селе кто-то зерно и хранит, то оно превращается в камень, потому что не соблюдаются условия хранения, проветривания. И еще она поднимала такую тему. Местные производители не могут выйти на республиканский рынок сбыта из-за отсутствия в регионе овощехранилищ, предприятий по переработке, фасовке овощей и логистике. Торговые сети, мол, продукцию фермеров из-за нетоварного по нижним требованиям вида, мол, не принимают, им приходится сбывать свою продукцию перекупщикам. Вот сколько лет прошло, а подвижек ведь в этом... Да, подвижек ведь нет. Почему? Знаете, чтобы были подвижки, нужны инновационные идеи. Откуда элеваторы? Давайте маленький экскурс в историю. Откуда у нас взялись эти элеваторы, которые в республике очень и очень много, и они очень новые, хорошие. Наш великий земляк Нуриев, первый секретарь, если вы помните, Зия Нуриевич, благодаря ему, его стараниям, были построена такая громадная, будем говорить, великая сеть элеваторов. Благодаря федеральным, будем сейчас вот называется, союзным субсидиям, эти элеваторы были построены. Но в период становления рынка многие из этих элеваторов оказались в частных руках. И сегодня они обслуживают узкие частные интересы. И правила игры они диктуют достаточно тяжелые для наших сельхозтоваропроизводителей. Или заполнение большинства элеваторов, которые не ведут диалог с Министерством сельского хозяйства или вообще вот не ведут рыночную экономику, они обслуживают свои какие-то частные маленькие интересы. И с ними никто не хочет иметь дело. Это очень странная ситуация. Она продолжается уже десятилетиями. То есть мы потеряли возможность хранения. У нас было избыточные мощности по хранению зерновых. Сегодня они в частных руках. Большинство из них, будем так говорить, и они потеряны для наших сельхозтоваропроизводителей. Это огромный ущерб. Кроме того, рынок, о котором вот вы говорили, ОРЦ, вот оптово-распределительные центры и так далее, они во многом цепляются за систему хранения. Именно на элеваторах формируется товарная партия зерна. Многие поставщики поставляют, формируется товарная партия зерна, и она реализуется по высокой цене. Нету элеваторов, выпадает элеватор из системы вот рыночного, так скажем, кругооборота зерна, сельхозтоваропроизводитель остается один на один с своим, как говорится, сотни тонн зерна, и начинается здесь вакханалия, серый рынок, так называемый. Подождите, вот все-таки трудно остановить говорящего профессора, я понимаю, конечно, но, с другой стороны, кто эти злыдни, которые сегодня прибрали к рукам элеватора? Это же не агенты Моссада, надеюсь? Нет, конечно, это наши граждане, так скажем. И что, с ними нельзя найти общий язык Минсельхозу, властям, муниципалитетам на местах? У нас Конституция Российской Федерации, право частной собственности, вот особенно в новой Конституции, которая... Хорошо, но подождите, вот он купил элеватор, кто-то, скажем, какой-то конкретный там человек. Да. Ему же выгодно, чтобы к нему везли зерно, или нет? На самом деле, как вам сказать, заниматься рынком всегда сложно. То есть покупать, продавать, хранить, дорабатывать. Проще не заниматься. Знаете, есть такая позиция, проще ничего не делать. Тогда зачем же он покупал элеватор? Вероятнее всего, для каких-то обслуживаний своих только частных интересов. Какие могут быть частные элеваторы? Если ты купил элеватор, то, естественно, для хранения зерна.
Я так понимаю, но не для устройства же там публичного дома. Вот такое вот нюансы возникают, что, как говорится, проще обслуживать свои интересы, будем говорить, заполняемость 100% не обеспечивать, а просто хранить, как говорится, собственное зерно и обслуживать свои интересы. Это тоже нормально. Он вправе, вот он стал собственником. И что поголовно все вот эти большие мощные элеваторы, которые, как говорите, благодаря Нуриеву были построены, они все в частных руках, и все элеваторы вот в частных руках у людей, которые очень, скажем так, плохо относятся к республиканским нуждам. Вы знаете, у них есть только собственный есть интерес, да, на сегодняшний день, еще раз, в условиях рыночной экономики, они не несут ответственность за состояние республики, к сожалению. Напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие» Азамат Саитов. У меня сегодня собеседник Расул Гусманов, профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор экономических наук. Ладно, ситуацию с элеваторами вы нам разъяснили. А вот как быть с теми вот темами, которые поднимала в свое время Акбашева, и о том, что трудно пройти в торговые сети нашим овощеводам, фермерам, о том, что местные производители никак не могут выйти на рынки сбыта из-за отсутствия в регионе овощехранилищ. Там тоже сидят злыдни. Азамат, вы выбираете темы как раз прям вот болезненные, прям любимую мозоль любите, вот вы попали опять. В данном случае есть такое вот выражение, например, там вот эти торговые сети, они убивают наших сельхозтоваропроизводителей. И это правда. Потому что с юга, действительно с юга везут с низкой себестоимостью готовые изделия и реализуются у нас здесь. А наш сельхозтоваропроизводитель, он, во-первых, не имеет возможности выходить на эти торговые сети, у него абсолютно ограниченные. Во-вторых, у нас сельхозтоваропроизводитель исторически не ориентировался на конечную продукцию. Он производил сырье, вот это зерно, мясо, молоко. Сегодня вот рыночная экономика, она требует инновационного подхода. То есть придумали идею, произвели продукт в сельском хозяйстве и продали. Вот это инновация. А то, что мы сегодня видим, это рынок в самом дичайшем виде. Причем рынок, наш рынок, вот магниты и прочие там пятерочки, и прочие, так скажем, будем говорить, байрамы, ярмарки. Байрамы и так далее. Это абсолютно экспансия нашего рынка. Хорошо, захваченный рынок. Хорошо, я с вами могу согласиться с тем, что и рынки, как и элеваторы, захватили люди, которые относятся без должного пиетета к нам, к республике. Но поясните, пожалуйста, какая инновация, какая технология, какие инновации нужны для того, чтобы башкирская морковь на прилавке лежала не в комьях грязи, а как израильская, упакованная, вымытая. Что для этого-то нужно? Для этого нужна культура производства. Во-первых, вот желание заработать должно быть у человека. Так что на эту культуру производства сферу тоже опять захватили люди, которые, скажем так... Вы знаете, как это все в комплексе идет, в комплексе. Во-первых, если человек не видит денег, если он не может выйти на рынок, ему создавать инновационный продукт, во-первых, и денег нет, и желания нет. Ну, создал он. Вот я знаю, ребята создали уникальный, так скажем, сорт сыра в одном из районов республики. Я даже могу перечислить, скажем, я их знаю, ребята, из Ермекеевского района. Идеальный, так скажем, был продукт. И ни одна торговая сеть их не приняла. Это был вот настолько качественный, что в Москве они взяли все медали, какие возможно, и все. Они не смогли выйти в торговые сети, и им пришлось, как говорится, заниматься другой деятельностью. Инновация должна быть поддержана со стороны государства. Сегодня вот на уровне республики, вероятнее всего, нужно продвигать все-таки идею ограничивать торговые сети, чтобы на прилавках были наши товары, нашей республики. Надо вернуться к этой идее, что процент республиканской продукции должен быть выше. Не то, что сейчас, не такие просто лавки там для фермерские уголки, а реально, так скажем, вот процент башкирского продукта должно быть. Но погодите, вот когда вы были в Госсобрании Курултая, председателем профильного комитета, я помню, был брошен очень хороший лозунг Хамитовым: «Покупай свое, покупай родное». Совершенно верно. Разрабатывали логотипы, упаковки, это все прочее. Почему сегодня это дело заглохло? Я думаю, оно не заглохло.
Во-первых, федеральное законодательство, которое и республиканское законодательство, оно требует более подробного, так скажем, работы над ним. То есть это на уровне законодательства должно быть проведена вот эта работа, о которой мы говорим, и продвигать именно товары нашей республики именно на своем рынке. Что вы тогда, как законодатель, в прошлом созыве сделали для этого? Как законодатель мы рассматривали все это, заслушивали, во-первых. Во-вторых, это все в компетенции исполнительных органов власти. Законодательством, так скажем, мы предлагали инновации на федеральный и республиканский уровень. То есть, в принципе, на сегодняшний день, вот я лично сам покупаю в фермерском магазине, мне очень нравится хлеб. Я полностью, вот, например, хлеб покупаю в фермерском магазине, печет его один фермер. Но ведь они пробились, магазины. Собственный магазин, и они выживают очень и очень тяжело. То есть настолько непросто. Я покупаю, тоже люблю, вот покупаю кумыс, молочный, все покупаю в нашем вот фермерском магазине. Не буду делать рекламу в каком конкретно, но мне нравится именно хлеб, например. Подождите. Хорошо, с элеваторами понятно. Тут ничего не попишешь, это собственность. Но магазины, ритейлеры крупные, мы можем их с ними найти какой-то общий язык, чтобы они покупали башкирскую продукцию? Конечно, можно. Мясо молочное, овощное. Они выкручиваются, очень просто выкручиваются. Например, они Что для этого нужно? Еще больше проработать по товарным позициям. Кому? Скажем, органам исполнительной власти, с ними более, так скажем, жесткий диалог. Башкирскому правительству? Да, абсолютно верно. И если по каждой товарной позиции мы получим свою линейку, свое место на полке, то тогда она пойдет реализация. Если просто валом, чохом, как говорят у нас, валом идти, то тогда мы проиграем, потому что они забивают его тем, что у нас только производится хлебной продукцией, молочкой и так далее. А нужно место и среди, например, мука, крупа, мясные изделия. То есть мы должны получить свое место на полке по каждой товарной позиции. То есть получается, что правительство работает не в полную меру в этом направлении. Я вас правильно понял? Я так не сказал бы, потому что это больно очень круто, так скажем, Азамат. Может быть, так скажем, помягче скажем. Нет, надо говорить, как оно есть. Нет, фронт работы еще имеется, так скажем. Еще есть возможность. Не знаю. Вот вы когда говорили о том, что вот у меня есть знакомые ребята, они сыры делают. Я слушал вас и вспомнил, что есть в Архангельском районе предприниматель Азамат Галин, который наладил производство медовухи, она везде продается. То есть вроде бы как и никто ему и не чинит препятствий, нет? Но опять-таки нужно пройти очень тяжелый кровавый путь может быть, дело в наших фермерах. Они не умеют, не понимают, что сегодня надо товар лицом показать. Вы знаете, вот уже начали мы производить автомобили. Вот раньше крестили этот «Жигули», так скажем, а сейчас, вот видите, в России производится вся линейка автомобилей. То есть сказать, что именно у нас руки растут не из того места, совершенно не так. Нет, я не говорил такое, но такой вывод напрашивается. Нет, на самом деле, еще раз, инновация может быть направлена именно на не только на эффективность, но и на качество продукции. То есть, действительно, так это от кого зависит-то? Это индивидуально зависит. У нас еще нет культуры предпринимательства. То есть, еще раз хочу сказать, у нас люди бедные, вот с этого начнем. Предприниматели у нас достаточно небогатые. Условия предпринимательства на рынке очень непростые. Ну, давайте по этой цепочке пройдем, будем помогать предпринимателям кредитами. Оказывается, такая помощь постепенно. Вот сейчас есть такая. Вот кооперативы начали, сейчас мы видим вот... Ну, понятно. Но вот глядите. Мы с вами взяли за точку отсчета время работы вашего Госсобрания Курултая, руководителем профильного комитета, и слов Акбашева. Вот именно с этих лет мы начинаем терять отдельные позиции. Я вот тоже прошерстил статистику. Хотя по молоку мы были тогда вторые, по мясу пятые в Российской Федерации. Многие помнят вот наши шумные фестивали «Молочная страна» в Уфе, ежегодные успехи на «Зеленой неделе» в Москве. Сегодня многого из этих прежних позитивов нету. Почему? Еще раз, на селе сегодня ситуация не такая простая, и, так скажем, идет самая главная проблема, она еще требует своего решения, Азамат. Еще одна проблема, которая всегда эту проблему обходить любят, это проблема собственности на землю. Требует своего дальнейшего, так скажем, решения, потому что на сегодняшний день очень и очень сложно заниматься сельскохозяйственным производством, когда до конца земельная реформа не завершена.
Что может сделать и кто должен сделать первый шаг? В данном случае действительно здесь роль законодателей республиканских, федеральных, она должна, так скажем... Республиканский. Давайте. Федеральный, если федеральный, это значит выстрел в небо. Ну почему же? У нас очень хороший, так скажем, состав депутатов от Республики Башкортостан на федеральном уровне. Хорошо. Давайте к нашим все-таки башкирским болячкам поближе, потому что ушли мы на федеральную тематику. Это значит разговор ни о чем. По законам жанра сейчас у нас наступает время федеральных новостей. Буквально 2-3 минутки мы прервемся в прямом эфире. Это программа «Послесловие». У меня сегодня собеседник Расул Гусманов, профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор экономических наук. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Мы скоро вернемся. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. Новости на Эхе. В студии Ирина Меркулова. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила, что любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы. Как говорится в заявлении Тихановской, белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Тихановская выразила сожаление, что Путин решил вести диалог, цитирую, с узурпатором. Путин и Лукашенко проведут сегодня переговоры в Сочи. Встреча пройдет в формате 1 на 1. В Кремле уже предупредили, что подписание документов и пресс-конференции во время визита не планируется, переговоры не ограничены по времени и продлятся сколько потребуется. Правительство Германии утверждает, что отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили 3 независимые лаборатории, в том числе эксперты из Франции и Швеции. Берлин сообщил, что привлек к анализу проб организацию по запрещению химического оружия и вновь призвал Россию прояснить ситуацию. Российские власти не признают факт отравления Навального и отказываются возбуждать уголовное дело. В следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. В региональные парламенты прошли 3 новые политические силы: партии «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива», сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее утверждению, единый день голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений. Выборы были 3-дневными. 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование, а 13 сентября был основной день. При этом у Памфиловой претензии к наблюдателям, которые, по ее словам, проявили беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии. В свою очередь, движение «Голос» сообщает о правовом произволе на избирательных участках в единый день голосования. Наблюдатели жаловались, что их не хотели пускать на участки, запрещали вести съемку и не позволяли ознакомиться с документами. Иногда дело доходило до рукоприкладства, утверждают представители «Голоса». В тех регионах, где было предусмотрено видеонаблюдение, сайт видеотрансляции с избирательных участков убрали из поиска Яндекса и Гугла. Ссылка на него пропала также с сайта Центра избиркома, утверждает издание «Медуза». В России зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом с конца июля. По официальным данным, за сутки COVID-19 выявлен почти у 5500 человек в 83 регионах. Умерли 57 пациентов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что небольшой рост заболеваемости в некоторых регионах связан с тем, что россияне возвращаются из отпусков. По его оценке, ситуация с коронавирусом стабильная. В Москве в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем до плюс 17 градусов. Сейчас столица плюс 14. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Мам, ну еще 5 минуточек. Дорогая, ну еще 5 минут. Я и сама не хочу отсюда уходить. В ресторане «Печенье развлечения» весело и вкусно. Новое меню, новый лаунж-зал и огромное интерактивное пространство для больших и маленьких семейных праздников. «Печенье развлечения». Проспект Октября, 21. Подробности и бронь столов на сайте cookiefun.ru. 16 сентября вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, заместителем директора Уфимского офиса «Финам» Светланой Курбангуловой, поговорим про индивидуальные инвестиционные счета. Слушайте эфир в среду в 8:45.
Башкирский государственный театр кукол возобновляет свою работу. 19 и 20 сентября приглашаем вас на премьеру спектакля «Коза-дереза». Жили-были дед, бабка да внучка. Жили они душа в душу, пока не купил дед козу. Да не простую, а хитрющую, да озорную. Начало в 12 и 14 часов, категория 0+. По будням с 8 утра слушайте на Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях программу «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Послесловие с Азаматом Саидовым. Продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Азамат Саидов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. И у меня сегодня в собеседниках Расул Гусманов, профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор экономических наук. И мы с ним пытаемся понять, что же не так с нашим аграрным сектором? Почему некогда ведущие позиции в российском рейтинге республика постепенно теряет? В частности, вот по молоку мы были какие-то, сейчас скажу, передовые вторые. позиции. По мясу пятые были, проводили фестивали, брали призы в Москве на «Зеленой неделе». Сегодня многого из этого позитива нет. Такой вопрос я задаю своему собеседнику Расулу Узбековичу Гусманову, профессору аграрного университета, доктору экономических наук. И жду ответ. Да, Замат, ответ очень простой. Надо заниматься отраслью. То есть поголовье падает. Это вот абсолютная реальность, объективная реальность. Во-вторых, необходимо заниматься действительно животноводством. Активно. То есть я считаю, что тут необходимо... Давайте, вы же профессор, Да. вы привыкли быть точными формулировками. Вы сказали, поголовье падает. Почему? Поголовье падает, потому что хозяйство, так скажем, банкротится, хозяйство закрывается. Почему на мясо, хозяйство так скажем, банкротится? накоплено, так скажем, огромные долги, будем говорить, дебиторская, кредиторская задолженность выросла до неимоверных размеров, и предприятие банкротится, и скот реализуется на мясо, грубо Башкирские власти в Белом доме должны быть этим делом быть озабочены и стараться помочь предприятиям выйти из банкротного состояния, предбанкротного. Если говорить о том, чтобы поддерживать нашего агрария, придется заниматься не просто каждой коровой, надо будет заниматься каждым животноводом, почему он хочет уехать в Уфу, бросить ферму, так скажем. Здесь каждая корова, сейчас вот весь скот маркированный, у каждой коровы есть бирка, чип у каждого животного. Мы знаем, куда она может деться. Поэтому надо будет контролировать каждую, так скажем, корову, каждого теленка, и только так можно удержать поголовье. Кроме того, если все-таки идет такое падение, придется заниматься более серьезными субсидиями на каждую голову скота. Другого варианта остановить эту ситуацию просто я не вижу. Вот Кроме того, я быстренько договорю. Да, пожалуйста. У нас скот находится и в сельхозпредприятиях, организациях, и в крестьянских фермерских хозяйствах, и в личных подворьях. Так вот, особенно в личных подворьях внимание требуется. То есть крестьянин, обычный селянин остался один на один со своими проблемами. Раньше его поддерживал колхоз. Он правдами-неправдами добывал корма для своей коровки. Воровал ли там силос, тащил ли из амбара мешок зерна. Сегодня этого нет. Придется нам вернуться к такой практике, что поддерживать каждую голову скота просто под учет и каждого производителя, будь он маленький или большой. Почему об этих проблемах не беспокоится самое наше главное ведомство Минсельхоз Республики Башкортостан во главе с Фазрахмановым? Я думаю, занимается. Только плохо занимается, да? У нас, еще раз говорю, есть определенные проблемы с финансами. То есть всем раздать по, как говорится, по копеечке, это очень-очень недостаточно. Я, например, слышал не раз, что вроде как Минсельхоз у нас по бюджету не ущемляется. Я думаю, что нам нужно, будем говорить о сумме 4-5 миллиардов, если мы хотим вот то, что мы сейчас наговорили, поддерживать каждую голову каждого сельчанина, то нужно удваивать эту сумму. То есть легко 10 миллиардов наше село потянет.
Та ситуация, которая вот в соседних республиках, краях и областях, там поддержка более серьезная. Но ведь у Минсельхоза есть такие деньги. Почему? Я не думаю, что у них есть такие деньги. Они, как говорится, насколько могут, настолько вот сейчас тянут ситуацию по, будем говорить, кооперативам, по грантовой программе и так далее. Но это очень и очень мало. 40% населения, Азамат. У нас 40% населения проживает на селе. Это очень необычная ситуация. И требует достаточно серьезного финансирования это все. То есть нужно еще больше денег, больше внимания. Ну, вот глядите, я, конечно, согласен с вами, что 40%. Вот даже по недавней статистике, сейчас я вспомню, у нас в Башкортостане на 62% городского населения приходится 38% сельского. При среднероссийском показателе, кстати, в 26%, если я не ошибаюсь. Да, и еще у нас раздвинули границы городов, захватив села просто-напросто. Это, знаете, я точно могу сказать, у нас больше 40% Хорошо, сельского вот глядите, населения. вот, да, я с вами согласен, в последние годы возросла миграция трудоспособного населения чисто аграрных районов, на севера народ уезжает. Очень много, крупные да. города, как вы сказали, но к этому есть и свои местные болячки. Например, на общую ситуацию в сельском хозяйстве региона сказывается неразвитость местного самоуправления, примитивный уровень технологий. Большинство ведь личных подсобных и фермерских хозяйств республики до сих пор не используют цифровые технологии. Это уже не секрет. Действительно, есть такой момент. Недоступность финансовых и природных ресурсов для инициативных сельчан. Это прямая, скажем, вотчина Минсельхоза. Отсутствие эффективных институтов развития и каналов сбыта продукции, о чем мы с вами уже говорили. Ну, практически нету их. Неумение извлекать экономическую выгоду из специфики условий сельской местности. Вот всего этого можно было бы избежать. Я только через запятую назвал те проблемы, на которые бы, скажем, наши власти и Минсельхоз, руководство должны были обращать в первую очередь внимание. Но ведь этого они не делают. Почему, вопрос мой? Я хочу сказать, что если говорить про местные органы власти, я вижу, что наоборот, местные муниципалитеты активничают. Сейчас с них, так скажем, довольно серьезно спрашивают. Идет, так скажем, серьезная работа, муниципалитеты изменяются. Как это выглядит? Муниципальная земля активно используется в сельхозпроизводстве. То есть, будем говорить, председатели сельсоветов, как их раньше называли, да, и сегодня их называют, и старосты, так скажем, все они стремятся, чтобы к ним пришел хоть какой-то бизнес. Особенно те районы, где очень много заброшенных земель. Кстати, у нас больше 1 миллиона гектаров заброшенных земель. Это озвучено было неоднократно. Далее, местные муниципалитеты должны все-таки иметь какой-то определенный, будем говорить, план работы по привлечению вот этих небольших инвестиций. Заброшенные земли, они начинают зарастать за лесом, потом корчевка. Это очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому необходимо каждому муниципалитету ставить просто реальный план. Осваивать эти территории, привлекать фермеров, дайте эту землю, ускорить. Они ведь не могут получить даже эту землю. Не могут. И было такое, и неоднократно жалобы приходили. И было, и есть. Хочешь заниматься фермерством, надо действительно землю этому молодому человеку дать. У нас очень хорошая программа по субсидированию техники. Там сначала была небольшая, сейчас больше 40%, больше 50%. Но опять-таки, где найти оставшуюся сумму? Банки требуют достаточно серьезный процент, да и без обеспечения кто же тебе денег-то даст? Необходимо найти более, так скажем, рычаги для старта с нуля. Сейчас, особенно когда граждане пережили этот коронавирус, очень, так скажем, тяжело пережили. Многие обратили внимание, что можно жить и на селе, и работать на селе. И я думаю, что количество желающих заниматься фермерским хозяйством увеличится в разы, я думаю. Я согласен с вами, что все-таки пандемия, она оказала, сказать, свое негативное влияние. Пчеловодство, в частности. Хорошо, все ушли в это влияние оказала, конечно, пандемия. Но глядите, я тоже готовился к разговору, и нашел такой факт. Старший научный сотрудник этого Уфимского центра Российской академии наук, Велюр Ахметов, не знаю, знакомы вы или не знакомы с ним, он считает, что последствия этой пандемии для отраслей имеют двоякий
характер. С одной стороны, растет безработица, вот мы о чем с вами говорили. Да, вот, предпринимательство схлопывается. Да, из-за свертывания вот этих всяких инвестпроектов снизился спрос на относительно дорогие продукты питания из-за замещения дешевыми аналогами. Это все вот из мнения Велюра Ахметова. Потом... Что он еще называет, там, сбились поставки продовольствия на рынок и торговые сети, не хватает удобрений, ветеринарных препаратов не хватает, комплектующих для сельского хозяйства не хватает и самого оборудования не хватает. Как бы вы расставили эти причины по приоритетности, во-первых, а во-вторых, кто должен придать импульс вот всем этим проблемам? Не какие-то главы муниципалитетов, каких непонятно, а кто еще выше в Белом доме в башкирском? Вот можно немножко интересную вещь расскажу, что был проект в начале 10-х годов, проект был, и проект назывался «Возрождение». Просто проект программы «Возрождение», где коллектив, будем говорить, формировался из сельчан, которые остались на селе, можно и городских, которые сами инициативно выходили и начинали заниматься возрождением своего сельскохозяйственного производства. Кто должен, вот на ваш ответ, я вот этот вопрос, что должны те, кто хочет, заинтересованные граждане. И особенно, если они, как говорится, определенный коллектив сколотился в сельском хозяйстве, одному выжить крайне-крайне сложно. Поэтому, если на вопрос, кто же должен заниматься сельским хозяйством на сегодняшний день, это наши граждане нашей республики, желающие. Не согласен с вами. Другой вопрос, что условия для этого, а кто? Вот. Китайцев, что ли, привезем работать? Подожди, здесь? условия, вот вы а вот говорить. условия, это вот должны создавать органы власти нашей республики Башкортостан. Вот. Здесь, как говорится, ихняя задача, и они с этой задачей, я уверен, справятся, потому что не так много требуется. Во-первых, сегодня, еще раз говорю, проблема собственности на землю, скажем, аренда земли. Получить хороший, качественный надел на сегодняшний день – это непростая задача, не такая простая задача. Даже очень многие строители, так скажем, наталкиваются, что земельные участки, так скажем, выкуплены, я опять цитирую из прессы, и обратно вернуть эту землю для хозяйственного использования практически очень сложно, либо очень дорого. Поэтому должны приниматься программы по, так скажем, возврату этих земель, если они не используются по назначению. У нас в сельском хозяйстве, если ты 3 года, грубо говоря, не используешь землю, появляется возможность по ее изъятию. Но это очень-очень длинная дорога. Ее придется упрощать. Вот я почему, когда вы упоминали программу «Возрождение», сказал не согласен. Дело в том, что вот когда вы рассказали про «Возрождение», что вот нашлись энтузиасты, сколотились в команду и начали делать дело. Понимаете, в чем дело? Если, например, я сейчас соберу таких же единомышленников и, по примеру Илона Маска, захочу построить космический корабль и запустить его туда, наверх, то без первоначального капитала, без помощи я ничего не смогу сделать. Это понимаете, в чем дело? Можно 100 программ возрождения создавать, придумывать. Но если чиновники, которые сидят в Башкирском Белом доме, которые сидят в Минсельхозе, наши законодатели в Башкирском парламенте, если они все сразу не озаботятся тем, что мы теряем свои позиции в аграрном секторе, мы, республика, которая была когда-то на передовых ролях по всей России, то дело дальше закончится вообще очень печально. Нет? Смотрите, самопрограммный подход, он предусматривает бюджетирование и определенные финансы. Вот к чему я клоню, что была программа, проект программы, еще раз хочу сказать, что она была не реализована. Сегодня вот очень хорошо реализуется программа по кооперации, сельскохозяйственной потребительской кооперации. 300 кооперативов. Направление, в принципе, очень и очень хорошее. Как оно реализуется, это уже другой вопрос. Кооперация показала себя исторически, как говорится, очень и очень неплохо. В принципе, туда пришли заинтересованные граждане, реклама была очень и очень такая, скажем, серьезная. Сегодня они проходят обучение, эти кооператоры. И, так скажем, перспективы, в принципе, неплохие. Расул Узбекович, вы, похоже, то ли меня не так слышите, то ли вы как-то, вот, скажем, говорите каким-то плакатным языком. Нет. Мне такое создается впечатление. Вот глядите, хорошо, я вам назову еще несколько проблем.
которые, в принципе, решаются не на земле, а в кабинетах. Вот специалист считает, например, что нужно присмотреться к формированию новой системы отношений между всеми участниками хозяйственных процессов. Населением, предпринимателями, местной властью и госструктурами. При существующем порядке горизонтальные, кооперативные и сетевые связи подавлены отношениями по вертикали, административно-иерархическими структурами, в которых доминирует централизованная система управления этими ресурсами. Развита монополизм и коррупция у нас на сегодняшний день в Башкортостане. Имеет место тенденция к вытеснению долговременных, созидательных мотивов кратковременными стимулами распределительного характера, понимаете? Административные структуры заинтересованы в субсидиях, дотациях, преференциях в большей степени, чем в полном эффективном использовании внутреннего потенциала. Вот какие проблемы называют специалисты на сегодняшний день. Вот вы согласны, что эти болячки у нас сегодня должны в первую очередь лечиться этими поступательными движениями с верхов? Нет? Но я думаю, что взаимное движение не с верхов и снизу, так скажем, движение, оно без движения снизу и верхи не пошевелятся, так скажем. Конечно, если ждать от моря погоды, то и можно просидеть всю жизнь. Действительно, бюрократическая система, она достаточно серьезно тормозит положительные процессы, и не только в нашей республике, это ситуация по всему миру. Поэтому вы действительно правы. Есть такой момент бюрократизации общества, она определенно достаточно на высоком уровне. На селе оно, так скажем, действительно, наш сельчанин забит. Вот. Он, так скажем, не инициативен. Поэтому, так скажем, надо требовать, дорогу осилит только идущий. Опять-таки, если абсолютно замыкаться на себе и, так скажем, уезжать из этой республики, работать на северах, то это вообще путь в никуда. Свое здоровье просто оставишь там на севере, и потом будешь лечиться всю оставшуюся жизнь, здесь инвалидом станешь. Добиваться, Азамат, другого пути я не вижу. Ну, человек с земли, от цахи, как говорится, он многого не добьется, если, скажем, люди во властных кабинетах не станут жить его заботами. Вы глядите, вот недавно вышла статья министра сельского хозяйства республики Илшата Фазрахманова, озаглавленная так: «Актуальные проблемы совершенствования земельного законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан». И первой проблемой он называет сокращение площадей сельхозземель. Вот вы говорили, как раз на 1 миллион сократилось. Каковых вот в республике, уже по словам Фазрахманова, на сегодняшний день в республике 7,32 миллиона гектаров, кажется, вот такую сумму называют, что, в свою очередь, чуть больше половины площади всего земельного фонда Башкортостана. За последние 5 лет, утверждает автор, территория сократилась на 372 тысячи гектаров. В основном это связано, вот вы тоже упоминали об этом, с предоставлением земель под индивидуальное промышленное строительство, дорог, полигонов и другое. Вот это пагубная практика или неизбежность? Выделение земель под промышленные объекты, под дорожное строительство – это объективная реальность, потому что комфорт, качество жизни повышается, и, так скажем, часть земель выбывает. Другой вопрос, что заброшенные, захламленные и залесенных земель увеличивается количество. То есть, действительно, они находятся, как говорится, в чьей-то собственности, эти земли сельхозназначения, особенно ценные и, так скажем, пашня, вот о чем идет речь. Выбывает именно пашня, потому что если мы ее переведем в другую категорию, скажем, пастбище, обратно вернуть ее очень крайне сложно и очень дорогостоящий путь. Никто нас не даст возможность перевести ее в лесной фонд, да это и, как говорится, бесперспективно. Необходимо находить людей, которые будут работать на селе, и их заинтересовывать, эту землю, так скажем, для них очищать, и передавать им на пользование везде, даже в самых заброшенных, тяжелых, так скажем, территориях, в самых удаленных территориях есть люди, которые хотят заниматься сельским хозяйством. И этих людей надо найти, их надо заинтересовать и землю им предоставить. Их нужно, как говорится... Кто должен искать? Кто должен заинтересовывать?
Профильное министерство, о котором вы говорите, Министерство сельского хозяйства, действительно проводить разъяснительную работу на селе, действительно находить возможность их финансировать, другого пути нет. Вот напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие». У меня сегодня собеседник Расул Гусманов, профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор экономических наук. Вот глядите, Расул Узбекович, вот в свое время была принята такая вот программа, о которой вы, конечно же, знаете, потому что это вот как раз те же самые годы. Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года. Она предполагала много, в том числе вот обеспечение доступности кредитных ресурсов для агропредприятий, крестьянских, фермерских хозяйств и прочих личных подсобных хозяйств. Но субсидируется как раз кредитные ресурсы. Также там предусматривалось повышение условий технической оснащенности крестьян, в том числе за счет развития федерального, республиканского лизинга. Лизинг техники, да. Формирование эффективных агропромышленных рынков за счет создания сети оптово-розничных продовольственных рынков, развитие биржевой торговли, сельхозпродукции, было такое. Повышение эффективности научного обеспечения аграрного сектора, формирование государственной инвестиционной политики, ориентированной на внедрение новых технологических процессов и оборудования, глубокая переработка сырья, там тоже упоминалось, и вторичных ресурсов, многое-многое другое. Почему я вот все это перечислил? Вопрос. Год 2020 заканчивается. Что из этой стратегии развития, вот, по вашей информации, сделано для села? Осталось всего лишь 4 месяца. В принципе, по технике, по лизингу, по, так скажем, обеспечению сделано очень и очень много. То есть, действительно, обновление, скажем, парка комбайнов, тракторов идет достаточно хорошо. С этим согласен, да, это и есть. Далее, вот вы говорили, что у нас недостаток был из-за коронавируса минеральных удобрений и средств защиты. Это был очень короткий период, и это рынок очень быстро это исправил, кстати. Насчет средств защиты, они доступны на рынке, они в избытке. Другой вопрос, что они стоят очень и очень дорого. Минеральные удобрения реализуются за границу, и у нас они продаются по мировым ценам, практически по мировым ценам, там небольшой дисконт есть. Это мировые цены нам очень и очень, так скажем, нашему сельхозтоваропроизводителю тяжело осилить. А сказывается это вот то, что мы в свое время закрыли Амелиузский завод минеральных удобрений? Ну, его никто не закрывал, его, как говорится, его реализовали. Продали реализовали. То есть, еще раз, тут как бы это органы следствия или там антимонопольная служба должна разбираться. Израильский бизнесмен, который жил в Париже, по-моему, которого потом прокуратура заинтересовалась, Интерпол, другие. А завод-то как? Ну куда вот еще раз, это органы следствия должны разбираться. А завод-то он жив, работает, вернее, он в рабочем состоянии? Вы знаете, если есть кадры, вот, скажем, менеджеры, все эти производственники, все есть, это возродить никакой проблемы нету на сегодняшний день, даже если все распилили. А в правительстве ходят такие вот разговоры или желания хотя бы? Или они вообще не знают про этот завод? Я в правительстве не работаю, Азамат. Я, так скажем... вы же все-таки профессор, доктор экономических наук. Вы студентам многие интересные вещи, видимо, рассказываете. Если ставить задачу развития сельского хозяйства без минеральных удобрений, это бесполезное занятие. Вот то, что сейчас мы видим. То есть вносить в почву, так скажем, 4-8 килограммов на гектар, это ни о чем. Нужно вносить его много. Ну, как вы считаете, у меня вот без минерального удобрения идея. Вот, может быть, вспомнишь, что у нас был завод? Может быть, его можно возродить? Нет? Конечно, все возможно, Азамат. И другой вопрос, смотрите, если не вносить минеральное удобрение, просто банально, урожайность будет сразу тупо ниже на 20%, и мы будем постоянно страдать от засухи или других. Это ликбез, это все понятно. Но почему? Еще раз, если нет удобрений, значит, проблемы возникают. Поэтому возрождать производство, любое производство, оно необходимо. Тем более когда-то существовал наш успешный завод. Конечно. И работать, так скажем, с другими предприятиями, которые реализуют у нас всю линейку минеральных удобрений, азотной, фосфорной и калийной. Понятно. Без этого никак. Расул Узбекович, у нас остается буквально минута. Я хотел бы еще вот такой небольшой вопрос и небольшой ответ. Вот с начала сентября в республике у нас начала работать школа фермеров. Слышу, что и вы лично тоже к этому отношение имеете. Что за ликбез? Кто в учениках, кто в преподавателях и чему учите вы там?
Ну, я-то как раз, как скажем, я просто с этими людьми сталкиваюсь, кто обучает и обучаемые. Действительно, это очень хорошее начинание фермеров и, так скажем, желающих провести, так скажем, обучение. На сегодняшний день очень много людей, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству, решили стать фермерами. Поэтому это хорошо или плохо? Это отлично. Другой вопрос, их надо обучать. Вот, например, в Соединенных Штатах, которые вот, так скажем, всегда ни к селу, ни к городу мы вспоминаем, у них невозможно заниматься фермерством, если вы не имеете 2 высших образования. Одно из них сельскохозяйственное профильное, второе экономическое. А у нас в сельском хозяйстве занимаются кто, как говорится, хочет. И директора школ с педагогическим обознанием и так далее, и так далее. Понятно, но это школа фермеров. Школа что-то фермера, даст завтра республике? Это даст возможность. Вы знаете, как там говорил великий Ленин, социализм – это учет. Сельское хозяйство и контроль. Сельское хозяйство – это учет. Каждую копеечку. Спасибо большое. Это была программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня сегодня собеседник был Расул Гусманов, профессор Башкирского аграрного университета, доктор экономических наук. На этом мы с вами прощаемся. Всех вам благ.